вы познакомились? То есть настолько вот, ну, можно сказать, что вот вы шли-шли, да, и встретились, и оба в театр практически, да? Да, да. А потом это Станислав решил меня проводить. Это я жила в метро Каширская. И я говорю, далеко, не надо. Как же далеко? И вот, если хотите, у меня ночуйте 3 комнаты, пожалуйста. Арбат посмотришь завтра. Ну, я и думала, и не думала. И тогда сотовый телефон не было. И я позвонила по номеру. Я здесь остаюсь. И вот, мы были в театре, потом зашли к нему, Станиславу Дежурову. И вот, поговорили. И судьба. И оттуда же не вышла. Все, замуж. Ну, это целая история, как кино. Не вышла. Как кино. Да, как кино. И вообще он человек очень эрудированный. Ну, вы сказали, он переводчик был. Да, он то есть получается, что у него очень интересная специальность. переводил, синхрон. И синхрон никто не может. Очень сложный язык немецкий, очень сложный. И, конечно, это с ним было очень весело. Энгеме Кыргада. И много воспоминаний. Невзрание. Да, вот надо же, вот как бывает такая судьба, да, и не ищешь, и не думаешь, а раз, и она случается практически. Я и не думала об этом, кто же думает об этом? Да, совершенная случайность, а такая красивая сразу судьба. И получается, что он, будучи немцем, там, русским, да, он полюбил татарское искусство, полюбил татарский язык. Конечно же, это потому, что он полюбил вас, да, конечно же, ему это интересно было, потому что вы этим занимались. И он таскал мои декорации, и куда-то едем, Петрозаводск, Ленинград, Волгоград. Всегда помогал. И всегда помогал, и он сам играл. И этим театр был полон. То есть он практически был вот как такая постоянная поддержка вашего театра, да? Конечно, как не хватает его, не хватает его. Артисты, наверное, сейчас тоже помнят. Артисты помнят, артисты очень любили его. Он такие интересные, замечательные истории каждый раз рассказывал. И они, мои артисты, вот так ждут. То есть был хороший рассказчик еще к тому же, рассказчик, хороший. Ну, вот театр вы создали, муж дал вам совет назвать его Диляфрус по вашему имени. Как развивалась творческая жизнь вашего театра? То есть вы ведь не сразу пошли на какие-то большие сцены, да? Вы, наверное, сначала где-то, где вы вообще базировались? Нет, однако комедию мы ставили всегда. И когда мы играли проезд Ледниковской, и там был дворец, нам дали Галимовый пороги отбивал, и нам крышу над головой сделал. Ну, оклад, конечно, нету, но крыша. То есть, получается, вы не были таким, официальным театром на бюджете, да? Вы сами по себе были, да? Такой, как это называется-то, самоокупаемость у вас была, да? Вы сами. Но вам, по крайней мере, дали место, где вы могли бы репетировать. Самое главное заниматься. И мы занимались там, и играли, и на гастроли ездили, а потом на сцене, когда кончился спектакль, я сказала, мы завтра едем в Ленинград этим спектаклем. Ой, народ, а Яхьябы, вот книжку он выпустил. Да. Яхьябы Гибадуллин только что умер. Только что умер, да, очень жаль. И вышел на сцену и говорит, Ипташляр, они же молодые люди едут в Ленинград едут со спектаклем. Ну давайте, вот бурыка, шапку соберем, какие-то деньги. Ну какие-то деньги, может сколько, на полу. Да. И кто 10 рублей, кто 5,
И как раз нам хватило на половину дорогу. И спектакль у нас полный, до как Кирова, полный зал. Даже на подоконниках там стояли, сидели. Обалдеть. И как они скучали по это. И мы потом ездили 3 раза в Ленинград. А потом уже не получилось, потому что другие города. То есть у вас уже гастрольная жизнь такая началась, да? Да, гастрольная жизнь началась. И мы были в Петрозаводске, и были в Белгороде, и Альмет, и Уфа. А в Ижевске были? А? В Ижевске были? Нет. Ну что ж такое, в Ижевске не были? Я из Ижевска, Тахир из Ижевска. Ижевский, это у Марта нет, Беренге. У вас есть район Беренге? Не помню. Я была на конгрессе и татар. И они сказали, нам приезжайте, Ижевский, Беренг район. Я никак не забуду Беренг района. И, наверное, поедем. Надо. Обязательно. Надо договориться и поехать. А где вы брали актеров? Вот, именно. И когда мы в театре Высоцкого играли, Да. театр Высоцкого, Башмагам, это классика, это чудо. И такие декорации, там такие костюмы, и артисты. И нам в журнале написали, какие артисты, как вы находитесь в Москве, живя, Да. и татарша бигавши билелер. Татарша некоторых я сама учу, но они приходят сами, они Узнают, да, в вашем они театре любят приходят? театр, они любят театр. И большая любовь к театру, к искусству, творчеству. Они приходят сами. То есть получается, вот вы профессионал, режиссер, актриса, а ваши актеры, они просто любители, да? Просто Да. люди, которые любят театр. У нас есть, которые с дипломом, которые играли в театре и играют. Они, вот, например, Сюмбике оставили, Сюмбике, Казанское, Ханбике. И Линария Хажиева играла Сюмбику. Она из театра Нур. Она пока жила в Москве, 5 лет она жила в Москве, и мне повезло, конечно. Да, играла. И она играла в Симбикане. Ой, как она играла. А записи остались? У вас есть видеозаписи? А? Видеозаписи какие-то есть у вас? Есть, конечно, Есть, да? у него полно. Каждого я вам Запис- дам обязательно посмотреть, потому что это тарих, история. Да, да. Получается, что вот Москва, совершенно, ну, не татарский регион, да, а вы сделали театр, на который люди ходили, заполняли залы, вы гастролировали по всей стране, любительский театр, вы собирали полные залы по всей стране в городах. Да. Где были? Вот вы сказали, Альметьевск, Казань, наверное, да, Уфа, ну что, Петрозаводск, то есть во все, получается, регионы съездили. Во всех регионах были. И я очень рада, и молодежь, и до сих пор мы помним, они опять поедем в Волгоград, опять в Волгоград. И здесь книжка есть, как мы были. И вот всегда не получается в одно место. Везде надо быть, Лилия. Ну, мы на свои деньги, на своих плечах таскаем костюмы, декорации. Но ведь получается, все это вы делаете вот, ну, ради искусства, Ну, ради ради татарского искусства, искусства, да? А получаете, наверное, такую отдачу, энергию, силы, да? Это когда они смотрят спектакль, когда хлопают. Еще раз приезжайте, мы вас ждем. И до слез они. И никак это... Мы были в Таллине, Таллине татарлар 75 примерно собрались. Ой, они, татарлар,
татарша не знают, но понимают. И я шпаргалкой написала дома, и так Всем раздали. раздала. Как текст, да? Текст спектакля. Песни там это, и это раздала. И у нас зрители, когда спектакль смотрят, и потом спектакль кончается, некоторые вопросы задают. Что-то не поняли, вот это. Это мне так приятно, Да. так. Они могут сразу и пойти уходить, домой. да. Нет, нет, они хотят узнать, как это будет понять, слово понятнее и какие-то... Какие-то значения, да, песен, все это хотят Ой, знать. мне так приятно, я объясню с удовольствием, а потом говорю, если хотите, приезжайте, и у нас такие репетиции, и мы вам не только расскажем, и с вами будем играть уже, и играть. Да, есть такие артисты у меня, играют. То есть были зрителями, а стали членами вашей труппы, да? Да, членами труппы стали. Чем живет сейчас ваш театр? Какие планы? Вот планы очень хорошие. 75 лет было. Мы хотели, Житмеш Бишил, 75 лет театра. И мы хотели в апреле, но из-за вируса мы не могли. В мае, а потом в мае тоже нет. А 4 октября, Аллах будет. И мы ставим Тырмышыры, Урланган, Зрейха и Сутлашырга, что ли, и ретро-концерт будет. У меня... Вот 75-летию Победы, да? Да. У меня очень хорошие артисты, они и поют, и танцуют, и говорят, и они хорошо знают. И... Дорогие будущие зрители, октябрь, 4 октября, Алла Берса, идем на спектакль, на татарский. 5 часов. В 5 часов, но мы еще напомним, обязательно. А можно узнать, вот у вас на груди висят медали. Да, а мне дали это в Казани, хотя в прошлом году Миннеханов вот со сцены Дом музыки мне вот дал это. Тіліне сақлаған. Ох. Как я дорожу татарским языком и бережу. Да. И это еще я в искусстве. И они подарили мне из Казани. И еще есть 2 ордена. Пока я еще не одевала. Хорошо. И еще наградили. И медали наградили, да. Это татарский АССР. 100 лет. 100 лет. Это... Целый век. Целый век. Да. Они, конечно, в Казани живут молодцы, но Таисырга 100 лет это, и все тетеньки, она, ой, 100 лет ведь, 100 лет, они даже знают, 100 лет ведь, 100 лет, 100 лет. А они знают, они дорожат, гордятся этим. А мы вот гордимся и дорожим тем, что у нас в Совете Аксакалов есть вот такая учительница, режиссер, актриса, вот такая женщина-радость, праздник и счастье, как вы, Диля Фирузапа. И медаль, конечно, Рустам Нургалиевич вам не зря дал, потому что здесь, в Москве, так сохранять язык, это ведь не просто вот статью написать, это не просто там где-то поговорить с кем-то на татарском, да, а вы действительно проводите общественную работу на базе своего театра. Вы развиваете, вы поощряете любовь к собственному родному языку. Вот и Миннеханов так сказал. Миннеханов сказал в своем докладе, Рустам Миннеханов, «Миллетный сақлық». Эгер оно юалсак, если нас все потеряется, никогда уже не вернем, никогда не вернем. Поэтому мы в Москве собираемся сакларга и охраняем язык, и
дети должны знать язык, и у них папа, мама говорят по-русски, а я говорю детям, говорите татарча, по-татарски дома. А вот давайте скажите, пожалуйста, ваше пожелание, вот как человеку, которого Рустам Минниханов наградил медалью за сохранение татарского языка, ваше обращение, пожелание к молодежи, к татарской. Иптәшләрем, яшьләр, сез белергә тиеш үзебезнең туган телне, татар телен, ана телне. Ана телебез безнең бик кадерле, бик саклыйк аны. Бергә саклыйк. Андан соң театрларда куйык, кичәләр, әдәби кичәләрдә оештырыйк. Телне саклаганда гына без бәхетле. Biz бәхетле. Инде хәзер телне саклар өчен әлбәттә кирәк илеше курсларга йөрергә, илеше театрга менә безнең шикелле. Без татарча яшәбез, үзебезнең телдә, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Инде мин үзебезнең телдә әйтәсем килә, будьте счастливы, бәхетле булыгыз, яшьләр, телне онытмагыз, телне саклагыз. Biz татар дип яшәргә кирәк. Бөтен җирдә. И урыслар арасында да, башка илләрдә татар дип. Менә минем кызым, ул булды Америкада 2 ел укыды. И ул бик яхшы белә инде английский, Ренат белә. И ой, как хорошо вы знаете. Они говорят, Рената говорит, да, я татарка. Кто? Кто это, да? Да, они еще не знали. Татарка. Татарка, это есть такая национальность. Это русские, потом татары. И у нас нет больше татары. Это они сказали некоторые слова. И говорит по-татарски. Она перевела, конечно, татарча. Аллаға шүкір, Рената. Үйрәттегез. Әлі ул әйтте, минем дәвенем театрына пара. Минем әнейім анда уйнады театрда. Ул битенде әнисе Гүлнара уйнады театрда. Бибине. Әлі хәзер, мен инде хәзер бибиләрне уйнап жүрмим. Бирегез миңа бер королева. Сезнең нәсел инде, творческий нәсел сезнең. Шулай. Диләфрүз апа, бик зур рәхмәт килгән өчен. Бик зур рәхмәт менә бу 2 сәгать сөйләшкән өчен сезнең белән. Рәхмәт. Шулай. Бәхетле булды менә, шулай күңелле булды сезнең белән сөйләшергә. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо за этот разговор, за то, что вы в своем театре и вокруг себя создаете атмосферу любви и уважения к родному языку и к родной нашей татарской культуре. Спасибо. Шүкір. Сезгә дә рәхмәт, әйтүегезгә рәтләп. Бик зур рәхмәт. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, и вы увидите еще не раз вот таких интересных, удивительных людей, которых, конечно, надо беречь, о которых надо рассказывать, которых надо знать и учиться у них любить родной язык, любить родную культуру и нашу нацию. Всем всего хорошего, подписывайтесь, комментируйте, может быть, вы знаете кого-то, о ком мы могли бы рассказать. Пишите. Аминь. До свидания. Аминь.